Если одни поисковики уже приступили к выполнению своей миссии, то другие рассказывают о неизвестных страницах Великой Отечественной войны, какую роль сыграл город воинской славы Малгобек, и показывают на примерах, что такое вахта памяти. В этот период для всей страны, когда очень важно, был такой момент, как и Сталинград, сегодня и сравнивает Малгобек с Сталинградом, потому что те стратегические направления, те стратегические пути, которые были направлены на захват бакинской нефти через Грозное, было остановлено именно в Малгобеке. Поэтому заслуженно в 2007 году, в октябре месяце, я и принимал участие в этих мероприятиях. Городу Малгобек было присвоено почетное звание «Город воинской славы» президентом нашей страны на решением Оргкомитета Победы. Поэтому сегодня те останки, которые находят наши товарищи, которые региональный поисковой отряд «Патриот» занимаются и уже не раз провели эти мероприятия и захоронили те останки, идентифицировали часть из них. Это очень серьезная работа в нашей истории. Урок мужества – это одна из действенных форм патриотического воспитания личности, понимают это и сами школьники. У Ясмины Ганаева оба прадедушки служили на фронтах Великой Отечественной. Оба похоронены на родовом кладбище. После сегодняшних историй поисковиков девочка поняла, как много тех, кого не успели предать земле. Они выполняют эту работу не пока по своему желанию, они ездят на раскопки, но это очень полезная работа для страны, потому что мы должны знать тех людей, которые участвовали в войне. Это для нас важно, помнить свою историю. В прошлом году в рамках вахты памяти в республике были обнаружены останки 22 советских бойцов, из них 2 удалось опознать благодаря личным вещам. В этом году в акции участвуют поисковые отряды из Ингушетии, Пермского края и Астраханской области. Представляет один из них и Азат Галиев. Мы приезжаем второй раз. В прошлом году мы тоже здесь работали. Результаты были хорошие, были найдены 8 бойцов. Мы приезжали на неделю, вахта длилась целый месяц, но мы на неделю приехали. В этом году мы приехали второй раз. Надеемся, что экспедиция будет плодотворна, хотя погода немножко подводит, дожди идут, но тем не менее мы работаем. Сохранение памяти о миллионах героев Великой Отечественной – одна из главных задач вахты памяти. На полях сражений погибли сотни тысяч советских солдат, многие из которых до сих пор не обрели покой. В архиве напротив их имен короткая строчка «Пропал без вести». За все время работы поисковиков установлено более 9000 имен и судеб защитников Отечества. Такие мероприятия знакомят нас с такой работой этих поисковиков, призывают нас тоже пытаться содействовать им, входить в лес, искать пропавших. Вот как ты сам лично к этому относишься? Смог бы быть сейчас поисковиком? Сейчас нет, но в ближайшее время, наверное, смог бы отправиться за город и найти, поискать пропавших без вести. Организаторы этой встречи надеются, что в скором времени услышат новые имена среди поисковиков из числа школьников. А пока лучшее, что могут сделать эти ребята – учиться. Вахта памяти – это акция, в которой ежегодно принимают участие более 40 тысяч поисковиков в разных регионах России. За 6 лет ее проведения участники нашли более 120 тысяч останков. А вовлечение в этот формат школьников является важной частью военно-патриотического воспитания. Хава Гагиева, Рамзан Зурабов, Новости 24.